пока еще немножко потихоньку ремонт делаю. Естественно, сразу ремонт сделать не по силу, так как я мама-одиночка, сама одна воспитываю сына. Добрый день, меня зовут Салтанат Нурлановна, мне 30 лет, живу в Талдыкургане, у меня есть сын 8-летний, работаю в Талдыкургане, в коллекторском агентстве, не буду название говорить, это не важно, наверное. О программе узнала в прошлом году, это был июль месяц, принесли коллеги брошюру, получается. Может, попробуете, вот такая программа, выгодная очень. Изначально просто я посмотрела, пошла одна коллега сперва узнавать, тоже была она была тоже с 2 детьми, разведенная, неполная семья. Она сходила, честно, она мне ничего не сказала. Потом я думаю, не надо, может быть, не стоит, особо таких накопленных денег не было, честно говоря. Потом думала, меня вообще коллега поддержала, может, сходишь просто, уточни, лучше самой просто, через кого-то. Потом уже пошла, получается, менеджер Сандугаш Бауыржана, я к ней попала. Она мне полностью объяснила, полностью дала документы, которые надо будет собрать. С того момента я уже начала собирать. Где-то в неделю, 10 дней я ходила, собирала, потом уже в конце июля я сдала документы. С 5 августа у меня был отпуск. На второй же день, 7 число, это было как раз среда, почему-то, казахи же говорят, сәрсенбі сәттігін. Среда, утром мне позвонили с банка. Пропущенный был. Я перезваниваю, не отвечают. Думаю, банк, не банк. Потом опять уже перезвонили, мне сказали, Салтанат, это Сандугаш Бауыржан, ваш менеджер, который приняла у вас документы, у вас все прошло. Честно, я не ожидала, хотя ждала все-таки, надежда была, не ожидала. Она мне сказала, я говорю, что мне дальше делать? Она говорит, ищи квартиру, или не знаю, дом, что у тебя там. Я говорю, на какую сумму? Она говорит, до 10 миллионов. Я говорю, мне бы точно знать хотя бы. Она говорит, пока ищи до 10 миллионов. Я говорю, а с первоначальной суммой что, как быть? Она говорит, сначала ищи квартиру, а потом я же последующие действия скажу. С этого дня, получается, все эти как раз вечерку, уже объявление выходит только в пятницу. Пошла, получается, в вечерку, все равно вытащила эти объявления арендные, продажу. Потом искала в OLX, крыши, KZ, естественно же. Несколько квартир посмотрела, честно, я не считала, сколько это было квартир. Объездила я сама одна, за 2 дня, получается, я нашла эту квартиру. В принципе, она была, просто купила, заехала и все. В принципе, не надо было никакого ремонта. Это вторичное жилье в 4-м микрорайоне. Меня все устраивает. Естественно же, очень хороший район. Довольная жильем, которое я приобрела через Жилстройсбербанк. Рядом 14-я школа, 16-я школа, рядом коммунальный рынок через дорогу, получается. В общем, садик. В общем, район очень хороший. Все рядом, естественно, все устраивает. Программа, честно говоря, очень выгодная. Из-за чего? Процентная ставка, естественно же. Сразу купить, 50% оплатить у меня не было средств, а 10% от стоимости жилья, это было очень даже выгодно, честно, по карману. Раз 10% отдала банку, а банк остальное все сам обеспечивает. Естественно же, я, хотя до этого в начале года, в прошлом году, думала, может быть, где-то около 5-6 миллионов оформить, хотя бы к осени купить однокомнатную. Я так планировала. Но это все, наверное, желание человека что-то достичь, что-то приобрести, то есть вдвойне сам Всевышний, наверное, одобряет желание человека, если главное, чтобы было стремление к чему-то. Честно говоря, до сих пор еще не верится, но пока полностью вся программа не закончилась, пока полностью ключи не взяла в руки,
честно, не верилось, реально или нет. Когда я уже рассчитаюсь как бы, да, с теми людьми, которые мне продают данную квартиру. Они тоже были в ожидании, тоже не верили, так как программа только вышла, и они говорят, и точно будет, типа точно будет, ну, как бы мы свое, говорит, сейчас потеряем, вдруг, если ты не купишь. Я говорю, нет, точно будет. Хотя сама тоже в страхе ходила, а вдруг нет. Менеджер, естественно, сам должен был уже, я ее, честно, достала, наверное, на тот момент. Я говорю, подхожу каждый раз, спрашиваю, мне как бы точно, да, дальше идет, надеюсь, отказа же не будет. Он говорит, раз тебе один раз как бы дали, значит, ответ одобрено, то есть все, можешь быть уверена. Так что не переживай, все будет. Главное терпение, естественно же. На тот момент где-то месяц-полтора я ждала полностью, пока все закончится. Ну, очень выгодно вот, через Жилстройсбербанк. До этого у меня был счет. Я в нетерпешку, в общем, взяла, закрыла, все деньги сняла, а потом пожалела, когда вот узнала же об этом. У меня такие деньги там накопились, оказывается, что я совсем не подумала об этом. Несмотря ни на что, естественно, скопить, открыть счет. Я вот сейчас подала заявку на сына, чтобы депозитарнал хочу на него открыть. Думала вот это вот сделать. В принципе, не бояться, на будущее смотреть как бы с уверенностью, как бы, как сказать, верить, что получится. Не надо думать, что не получится. Раз один человек смог, значит и другие тоже могут. Главное надеяться, что будет все хорошо, то есть мечтать о том, что у тебя будет какое-то вот, ну, жилье. То есть, если подумаешь об однокомнатном, например, как я получила двухкомнатную, но в планах, может быть, если рассчитаюсь, может, побольше жилье приобрету. Естественно же, думаю, вот, на сына открыть депозит, я так посчитала, что огромные деньги накопить можно. Естественно же, это будет плюсом. Поэтому надо верить, надо действовать, естественно же, ради детей, открывать счет, дальше копить. И верить, что это не просто через знакомых, там еще что-то, да, многие думают, мне до этого писали в Инстаграме, вы приобрели жилье, что, как, допустим, да, сколько вы ждали, может, там знакомые есть якобы. Я говорю, нет, я могу уверенно говорить, что никакие знакомые мне не помогали. Хотя мне говорили, что, может быть, понадобится гарант, вдруг там, но, слава Аллаху, честно, без гаранта я сама своими силами через это все прошла, я получила свою квартиру, хотя до этого мечтала об однокомнатном. Поэтому надо мечтать, надо действовать, верить, что это вот реально, реально.